ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 15:00. Городадминистрация. Игорь Михель и исполнительный директор Республиканского фонда жилищного строительства Александр Реслер обсуждают введение в строй нового жилого дома. Семиэтажное строение под номером 17 на 3500 квадратных метров расположено в новом 6-м микрорайоне Ухты. Оно рассчитано на 72 квартиры, 31 из них предназначена ухтинским бюджетникам по программе евроипотеки. Наконец-то Ухта получает жилье, в том числе и жилье для бюджетников. Самая большая проблема вообще у нас в бюджетной сфере – это отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров. Поэтому вот этот маленький шаг, мы интенсифицировали работу довольно серьезно в прошедшем году и выходим на плановые показатели, даже чуть-чуть раньше, то есть не конец первого квартала, так сказать, а вот мы начинаем это перед Новым годом, этот приятный процесс, и люди, я надеюсь, уже часть людей Новый год встретит в новых квартирах. Это второе здание в республике, построенное в рамках программы евроипотеки. Проект разработало республиканское предприятие «Комигражданпроект», а конкурс на проведение работ выиграл ухтинский БИТИС. В доме предусмотрены помещения под магазины, обустроена придомовая территория и есть парковка. Сейчас завершаются последние работы по отделке квартир для бюджетников. Одно- и двухкомнатное жилье сдадут под ключ. При этом стоимость квадратных метров меньше рыночной. Если по евроипотеке там не средняя, там унифицированная цена для всех, это приблизительно 54, если я правильно помню, тысячи рублей с отделкой под ключ. Отличается от рыночной цены, да, то есть это такая тоже форма поддержки государства для бюджетников. Администрация должна проверить документацию и дать разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Первое новоселье планируется организовать в последней декаде декабря. Ключи вручат бюджетникам из сфер образования, культуры и здравоохранения. Процесс выдачи квартир продлится до февраля. Ближе к концу 2015 года ожидается завершение строительства еще одного дома. Шестиэтажное здание расположено рядом. Часть квартир в нем также предназначена для бюджетников. 3 этажа уже готовы, 4-й на очереди.